Ее ждали 3 года. Торжественное открытие больницы в Джейрахе. Теперь о здоровье горцев есть кому позаботиться. Родом из Ингушета игроки команд высшей лиги, ветераны футбола и действующие игроки Ингушета провели товарищеский матч. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Сегодня в Джейрахе состоялось торжественное открытие больницы. 3 года ожидания, 300 миллионов рублей бюджета. Объект по линии федеральной целевой программы сдан в эксплуатацию. Светлана Томова о долгожданном событии. Терапия, хирургия, реанимация, операционный блок, не больше 3 человек в палате. В новой больнице могут проходить лечение одновременно 50 пациентов. Пожалуй, еще ни один объект в Джейрахском районе, где живут более 3000 человек, не был таким долгожданным. Ведь раньше даже для того, чтобы сделать обычный рентген, пациентам приходилось ехать во Владикавказ или в Назрань. Я живу здесь давно. Нам всем приходилось очень тяжело. Больница была далеко, и не у всех была возможность туда выехать. Были даже случаи, когда оказывать помощь было поздно. Эта больница важна не только жителям нашего района, но и всей республики. Но открытие новой больницы – это большое подспорье для жителей нашего района, так как раньше нам приходилось выезжать в Назрань, во Владикавказ. А теперь у нас будет свое большое здание современное. Врачи, я надеюсь, будут хорошие. Возводили больницу по линии ФЦП. На современное оборудование, которым она оснащена, и само здание потрачено более 300 миллионов рублей. Здесь будут работать 175 человек, в том числе 50 специалистов. И у тех, кто хочет получить работу, шанс еще есть. Штат пока набрали не полностью. Раньше в Джейрахском районе была одна амбулатория, но кроме как оказать первую помощь, она ничем больным помочь не могла. Всех направляли в республиканскую клиническую больницу. Значит, невозможно, в принципе, переоценить, да, значимость этого объекта. Это очень хороший, дорогой и очень такой весомый подарок, да, для жителей района. Вот, не только, в принципе, для жителей района, и для всей республики, потому что этот район, как мы знаем, находится чуть-чуть на окраине нашей республики. И добираться больным, особенно с неотложными какими-то состояниями, да, бывает очень тяжело, и порой было с риском и для здоровья, и для жизни не только больного, и того, кто его перевозит, да, учитывая горную местность. И действительно люди испытывали неудобства. На открытие приехал глава республики. Он наградил тех, кто участвовал в строительстве. Оборудование больницы уже полностью оснащено, больница готова. Здесь персонал надо укомплектовать и запустить механизм. Сейчас работает. Есть некоторые штрихи, которые надо устранить. Сегодня я уже дополнительное указание не дам по этому поводу в этой больнице. Поэтому я думаю, что после новогодних праздников уже больница по полной схеме будет работать. В том, что здесь проблема сейчас по персоналу, которые должны где-то жить. Поэтому сейчас глава администрации занимается населенным пунктом ближайших, чтобы пока давать жилье, пока мы служебное жилье для персонала не построим. С вводом в эксплуатацию новой районной больницы жителям Джейрахского района уже не придется никуда выезжать, поскольку квалифицированные специалисты и современное оборудование, которым будет оснащено новое лечебное учреждение, позволит улучшить качество оказываемых медицинских услуг. Светлана Томова, Ахмед Парчиев. Новости 24. Недочеты, отмеченные главой республики на открытии больницы, стоили поста министру здравоохранения Ингушетии Беслану Матиеву. Юнусбек Евкуров отметил, что в коридорах и в палатах была грязь, а специалистов, которые будут там работать, не обеспечили жильем. Исполнять обязанности главы Минздрава будет Мария Марабханова, главврач республиканской клинической больницы. А в селении Альгети сегодня открылось отделение Федеральной миграционной службы. Теперь перед многими жителями горных мест мир стал без преувеличения как на ладони. Значительно упростился процесс получения необходимых документов, штат увеличился, очереди, соответственно, сократятся. Еще на одном празднике сельчан побывал Руслан Албагачиев.
Магомед Евкуров родился и вырос в селении Альгети Джейракского района. На сегодняшний день он считается одним из самых уважаемых жителей поселка. В конце октября он вернулся из хаджа. Еще в начале августа Магомед начал собирать все необходимые документы на получение загранпаспорта. Тогда ему пришлось 6 раз ездить за несколько десятков километров в Назрань. Ведь в бывшем паспортном столе Джейракского района получить нужные документы было невозможно. И вот теперь в его родном Альгете открылось новое отделение УФМС. Сегодня открывается отделение ФМС. Для нас это огромное удобство. Раньше таких условий мы и не видели. Нам приходилось ездить в Назрань. Иногда было и сложно добираться. На открытии нового отделения УФМС приехал и глава республики. Он осмотрел двухэтажное здание. Главное удобство для жителей и района, и республики, которые здесь будут получать услуги Федеральной миграционной службы. Здесь же будут паспортные вопросы решаться, так я понимаю? Все полностью цикл вопросов. Новое здание УФМС соответствует всем нормам. Есть помещение для службы безопасности. Установлены камеры наблюдения. У сотрудников отдельные кабинеты. Увеличился штат работников. А значит, ожидание в очереди для посетителей станет короче. Это дело для того, чтобы, прежде всего, для облегчения, скажем так, оказывать на госуслуги населению. И для того, чтобы население могло, жители могли прийти и получить качественную услугу, качественную помощь по линии Федеральной миграционной службы. Практически выдача паспортов, обмен паспортов и прописка, выписка, гражданства. Вот эти все эти вопросы это относятся к ведению ФМС России. Прекрасно знаете, что такое ФМС. Это служба, которая выполняет различные функции, которые непосредственно ежедневно, в которых нуждается наша жизнь. Это и выписывается свидетельство детям, и паспортам получаем, и на учет становится, и выписку делать. То есть это то, что занимает буквально несколько минут процедура, но для этого нам приходилось ездить. Если раньше местным жителям приходилось с рассветом выезжать на Назрань, чтобы сдать документы на получение паспорта или поставить штамп о регистрации по месту жительства, то теперь все это можно сделать, не выезжая за пределы Джейракского района. Руслан Албагачиев, Магомед Дидигов, Новости 24. Целевое использование бюджетных средств, подготовка к новогоднему празднику и к эстафете Олимпийского огня обсудили в правительстве Ингушетии. Расширенное заседание прошло под руководством главы региона Юнусбека Евкурова. Подробности у Фатимы Кариевой. За 2013 год Министерство финансов провело более 30 проверок министерств и ведомств. В результате выявлено нарушение на сумму более чем 250 миллионов рублей. Общий объем проверенных денежных средств составил в сумме 2 миллиарда 601 миллионов. Общий объем выявленных финансовых нарушений составил в сумме 260 миллионов 722 тысячи. По данным Министерства финансов, больше всего нарушений выявлено в Министерствах образования, здравоохранения и культуры. Как отметил исполняющий обязанности министра финансов Багаудин Халухаев, в прокуратуру передано около 150 дел, к административной ответственности привлечены около 30 человек. Неправомерное использование бюджетных средств, нарушение законодательства России и Республики Ингушетия в сумме 5 миллионов 44 тысячи. По фактам нецелевого использования бюджетных средств рассмотрено 67 административных дел. По 37 назначены штрафы в размере 4 тысяч рублей. Из них 25 исполнены. Сумма штрафа составляет 148 тысяч рублей. Сумма оплаченных штрафов 100 тысяч рублей. Все материалы направлены для принятия мер прокурорского реагирования переданы органам прокуратуры. Глава Ингушетии призвал руководителей министерств и ведомств не ограничиваться наложением штрафов, а принимать кадровые решения. Самое странное, что после всего этого никакого кадрового решения не проходит. Бухгалтера остаются, начальники остаются до 15 февраля провести аттестацию всех бухгалтеров, главных бухгалтеров министерств и ведомств. Но товарищи заместители представители держат на личном контроле по своим направлениям. Провести аттестацию, дееспособность и как это все проходит. И аналогия у вас должна быть в прошлом году и этого года. Если тенденции также продолжаются, то уже понятное дело, что бесполезно проверять, надо наказывать. Проверить на предмет, опять же, всем начальникам говорю, кто какие премии получал в этом году, получает, кто какие зарплаты себе выдумал, получал и получает.
здесь всем подключиться в эту схему. На заседании обсудили и подготовку к новогоднему празднику. Глава республики отметил, что праздник необходимо провести максимально комфортно для жителей. Евкуров распорядился подготовить места для парковки, где будут проходить гуляния. Также Евкуров предостерег руководство Комитета промышленности, транспорта и связи, чтобы общественный транспорт работал как в обычный день. А следить за этим будет оперативный штаб при правительстве республики. Независимо, я повторяю еще раз, вот эти ваши разговоры о том, что в аэропорт только едет один пассажир, с Магаса в Назрань только 22 часа один пассажир. Вам это не ваше дело, сколько там едет. Садитесь. Пусть даже пустой, но положено 22 отъехать. Вот он пустой отъезжает, приезжает в Назрань пустой автобус. Вот так должно быть. Тогда это стабильно и спокойно людям. Также на заседании обсудили предстоящую эстафету Олимпийского огня, которую Ингушетия принимает в конце января. Точную дату пока не разглашают в целях безопасности. Олимпийский огонь в республике пробудет 1 день. Его пронесут 50 факелоносцев. Далее эстафету передадут соседям – Северной Осетии. Фатима Кариева, Муслим Ганиев, Тимур Карахоев. Новости 24. Полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции. На прямую связь с полпредом вышли глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и жительница города Малгобек Петимат Парагульгова. Ее волновал вопрос асфальтирования улицы Строителей, где проживает более 40 семей. Александр Хлопонин посчитал просьбу выполнимой и поручил Юнусбеку Евкурову взять на контроль решение этой проблемы. У нас программа на следующий год, соответственно, средства заложены как раз для конструкции улицы для Малгобека. Если погода позволит, а здесь температурный режим, если погода будет, как в прошлом году, в январе и феврале плюсовая, где можно асфальт ложить, то значит мы за месяц положим. Если не позволит, то до конца марта 2014 года асфальт будет лежать, в том числе подключим самих жителей, мы все сделаем. В Карабулаке на улице Загородной отремонтировали участок дороги, который после ремонта водопровода оставался разбитым последние 5 лет. Ликвидация проблемы стала возможной благодаря активности местного жителя Хаважа Мислаурова. Он обратился в программу «Диалог с народом», а затем по поручению Юнусбека Евкурова сотрудники Ингушавтодора проложили дорожное полотно. Я озвучил эту проблему. На месте же глава дал указание главе администрации. Буквально через несколько дней приехала техника, дорогу сделали, заасфальтировали. Они проложили 60 метров. Я думаю, сейчас еще погода не совсем устраивает для прокладки дороги. Думаю, весной они решат проблему и до конца проведут эту дорогу. Сегодня сотрудники нашей телекомпании сделали в прямом смысле свой кровный вклад. В НТК Ингушетии на 1 день открылся пункт сдачи крови. Донорская акция проходит по всей стране в канун новогодних и рождественских праздников. Эта благотворительная акция привлекает к донорству все больше людей. Сдавать ценный компонент в нашей телекомпании стало уже доброй традицией. Среди сотрудников 20 почетных доноров. Кровь необходима в нашей республике в первую очередь, для новорожденных детей, для роженец, для онкологических больных. У нас много очень в республике людей с онкологией, те, которые живут за счет того, что им вливают кровь. Без этой крови эти люди не могут жить. Не совсем обычный товарищеский матч по футболу прошел в Карабулаке на стадионе «Динамо». Магомед Аздоев, Адам Барахоев, Алихан Ахриев, звезды ингушского футбола, игроки команд высшей лиги, ветераны и действующие игроки Ингушта. Вот такой колоритный выдался состав. Магомед Асканов о мастер-классе. Сыграть с ними в футбол в Ингушетии, наверное, мечтает почти каждый любитель этой игры. Впервые на стадионе «Динамо» в Карабулаке собрались полузащитник московского «Локомотива» Магомед Аздоев, футболист кишиневского клуба «Дачи» Ахмед Барахоев и полузащитник краснодарской Кубани Алихан Ахриев. Для этого матча правила слегка скорректировали. Играли на половине поля, таймы были не по 45 минут, а по 35. Очень приятное мероприятие. Много болельщиков футбольных пришло сегодня посмотреть на это событие. А на какой счет на первый тайм? Пока 3-2, мы проигрываем, но я думаю, мы им дали фору. Думаю, сейчас мы их обыграем.
И сам Архиев был и остается одним из кумиров для поклонников футбола. Он долгое время был нападающим в команде «Ангушт». Его действительно можно считать почетным ветераном этого клуба. Его игровые качества приносили победы «Ангушту». И теперь сыграть с теми, кто раньше выходил с ним на поле, для него особая радость. Впечатления самые такие положительные, потому что после долгого перерыва, понятно, что мы играем не такой просто для себя футбол. Но сегодня собрались наши действующие футболисты, и мы ветераны. Приятно поиграть с сильными футболистами, посмотреть, насколько мы уже постарели, можем ли мы еще там что-то противопоставить молодежи. Многие из именитых ныне игроков сейчас играют в высшей лиге, но начинали свою спортивную карьеру в «Ангуште». Магомед Аздоев тоже бывший игрок этого клуба. Его стремительная карьера и спортивные достижения стали ориентиром для многих будущих футболистов Ингушетии. Я думаю, скоро будет у нас много футболистов и в премьер-лиге. Я думаю, вот команда же играет за канал. Я думаю, все впереди у нас еще. Итог дружеского матча оказался тоже дружеским. Ничья 9-9. Магомед Асканов, Резван Аушев, Новости 24. И еще о спорте. 8 призовых мест привезли из Грозного ингушские борцы. Там накануне под жизнеутверждающим девизом «Спорт против наркотиков» прошел открытый республиканский турнир по тэквондо. В соревновании участвовали более полусотни спортсменов со всего Северокавказского округа. С победителями пообщался наш корреспондент Адам Даурбеков. Для Ибрагима Аздоева эта победа уже не первая, но самая значительная. На турнире в Грозном, где собрались лучшие из лучших со всего Северокавказского федерального округа, 12-летний тэквондист занял первое место. Теперь он ставит себе новую планку. Я занимаюсь 4 года, и в дальнейшем я хочу достичь чемпиона России по тэквондо. В целом на турнире от Ингушетии выступило 14 спортсменов из различных клубов. Призовые места заняли 8 человек. 6 из них тренируются в одном зале с Ибрагимом. Они занимаются от 2 до 4 лет. По спортивным меркам срок небольшой, и несмотря на это, такие результаты. Дали хороший старт, и в дальнейшем мы не собираемся на этом останавливаться, и собираемся достигать хорошего результатов, высокого уровня. Но на данном этапе, после этого турнира в Грозном, мы должны готовиться в скором будущем, сейчас уже на чемпионат СКФО. Дата первенства СКФО по тэквондо пока не определена, но усердные тренировки у спортсменов уже в разгаре. Адам Даурбеков, Муса Хамхоев, Новости 24. В Главном управлении МЧС по Ингушетии прошло награждение сотрудников, спасателей и работников пожарных служб. В эти дни они отмечают юбилей, 20-летие, и сегодняшнее поощрение как нельзя кстати. Руководитель ведомства Руслан Калоев поблагодарил сотрудников за верную и самоотверженную службу. И каждому отличившемуся вручил награды и памятные подарки. 20 лет, сказать, что это какой-то большой возраст нельзя, но тем не менее для нашей системы это, наверное, огромный шаг от развития подразделений нашего главного управления пожарной охраны. От всей души поздравляю вас с наступающим праздником, спасателя, с Новым годом. Стать не просто зрителем новогоднего представления, а непосредственным его участником и даже артистом сегодня мог каждый пришедший во Дворец культуры ребенок. Сотрудники Республиканского центра дистанционного обучения провели здесь большой концерт для детей с ограниченными возможностями. Ребят развлекали и вовлекали в шоу культовые персонажи. Дед Мороз, Снегурочка, не отставала и Баба Яга. Подробности в сюжете Мадины Албогачиевой. Примечательно это мероприятие было тем, что дети с ограниченными возможностями были не только зрителями, но и ведущими, актерами в постановках, исполнителями песен и танцев на этом концерте. Это все свидетельствует о безграничных талантах этих детей. Некоторые из них умеют говорить на иностранных языках – английском, французском, а кто-то даже на японском. Это было продемонстрировано ими в одной из постановок. Сидевшие в зале ребята и их родители внимательно и с интересом наблюдали за происходящим на сцене. Очень нам нравится. Мальчик даже не отрывается на концерте. Нравится ему очень. Но он очень стеснительный. И он смеется, радуется. Придет домой, будет говорить про это. Концерт организован Республиканским центром дистанционного обучения, где дети с ограниченными возможностями получают общее образование. Так, в нашей республике учатся свыше 400 ребят. И они все были сегодня на этом мероприятии.
Довольные, веселые лица детишек – это самый большой подарок для нас и самая лучшая оценка для нашего коллектива. Праздничная программа была подготовлена так, чтобы дети не уставали от просмотра. Дед Мороз и Снегурочка вместе с ведущими приглашали их на сцену танцевать или для участия в каком-либо конкурсе. Приятным и долгожданным сюрпризом для них было участие в концерте популярных артистов. Желаю детям РЦДО счастья, здоровья, особенно чтобы их мечты сбывались, как и сегодняшние, чтобы с ума приехала. Такое мероприятие бывает в год только один раз. Как мы знаем, год один раз бывает Новый год. Пусть этот год будет самым счастливым для детей. Что за Новый год без подарков? Организаторы позаботились о том, чтобы каждый ребенок ушел с концерта со сладкими гостинцами. Мадина Албагачиева, Рахман Цуров. Новости 24. Спасибо за внимание и спокойной ночи.